Когда орган играет фугу, а живописец кисть берет, грозя врагу, взывая к другу, среди волнений и забот, тебя по жизненному кругу искусство за руку ведет. Лев Озеров. Здравствуйте. Как-то услышала я анекдот, который запал мне в душу своим глубинным философским смыслом. Звучал он примерно так. Идет новый русский с сыном и видит художника на пленэре. И говорит он сыну: гляди, какой бедный человек. Даже на фотоаппарат себе не заработал. Не будешь меня слушаться, тебе также придется картинки рисовать. Есть некая тайна в творении художников. Но, увы, не каждому дано понять, почему одно из древнейших искусств, а именно изобразительное, живо до сих пор, несмотря на то, что более чем 1,5 века существует фотография. И даже сам Леонардо да Винчи еще в эпоху Возрождения воспроизводил опыты с проецированием изображения. Но раз есть таланты, то значит существуют и поклонники. Сейчас я приглашаю к экранам ценителей искусства, а также тех, кто хочет приобщиться к этому прекрасному миру. Очередной выпуск программы «Отрицание-отрицание» будет состоять из одной авторской рубрики искусствоведа Галины Самохваловой «Экслибрис», посвященной юбилею Союза художников Республики Коми. К сожалению, в одной передаче мы не сможем рассказать о всех живописцах, графиках, скульпторах нашей республики. Но я надеюсь, что в следующих программах у нас будет возможность познакомить вас с их творчеством. А сегодня прозвучат новые имена молодых художников, которые приходят на смену нашим мастерам. И, возможно, через их мироощущение будет понятна тайна магической силы искусства. Но сначала мы совершим небольшой экскурс в историю изобразительного искусства Коми-края. В этом году Союзу художников Республики Коми исполняется 55 лет. Сегодня мы расскажем об основных этапах развития истории изобразительного искусства Коми. Все начиналось с оформления книг, выпускаемых Коми книжным издательством, и было тесно связано с именем графика Валентина Викторовича Полякова. Именно он в 1943 году объединил художников в творческий союз и был избран председателем Оргбюро Союза советских художников Коми АССР. Выставка, которая состоялась в том же году, этапный момент становления искусства республики. Это был первый творческий отчет созданного Союза художников. Нам представилась возможность показать уникальные произведения, выполненные в 1943 году и хранящиеся в фондах Национального музея Республики Коми. Это живописные холсты Николая Жилина и графические листы Георгия Стронг, позволяющие судить, насколько был высок интерес художников к людям, которые своим героическим трудом помогали фронту. В послевоенные годы в творчестве художников Республики Коми происходит становление всех основных видов и жанров изобразительного искусства. В середине 50-х в Сыктывкар приезжают выпускники Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной Владислав Мамченко и Юрий Борисов. Начинали они со станковой скульптуры, позднее сформировались скульпторов-монументалистов. В конце 50-х, в начале 60-х в нашей республике начинают работать и другие выпускники художественных учебных заведений. В Сыктывкар возвращается Рэм Ермолин, позднее создавший живописную симфонию о земле Коми. Вместе с ним приехала его жена, ленинградка Елена Ермолина. Приехавший в Сыктывкар,
После учебы Александр Кочев написал многочисленные картины о полярной тундре и ее обитателях. Александру Безумову близка природа юга Коми, и в его творчестве привлекает поэтический образ северной деревни. Деревенский уклад жизни, мир крестьянской утвари становится основной темой творчества Вячеслава Куликова. Желание расширить рамки натюрморта, связать его с бытом человека, свойственно для холстов Александры Куликовой. Как ты почувствовал себя настоящим сильным художником? Да, я сейчас себя не чувствую еще сильным художником. А когда ты, по-твоему, пришел к тебе мастерство или профессионализм? Нету еще его. То есть ты всю жизнь учишься? Да. Я чем больше учусь, тем больше понимаю, что вообще ничего не умею. Незабываемое впечатление оставляют романтические, жизнеутверждающие работы Станислава Торлопова. Мы не могли писать так, как писали новгородцы. Мы не могли писать так, как писали архангелогородцы, ну и так далее. Вятичи по-своему. А Коми, может быть, накладывает отпечаток географическая расположенность. Это от арктических морей до почти до средней полосы России. Вот весь разбег. Природа, люди, их дела. И наши, соответственно, в унисон всей эпохи. Это не значит, что мы подлаживались, хотя там нам по тем временам диктовали. Надо писать шахтеров, надо писать нефтяников, надо писать героев труда, надо писать рабочих в спецовках там, и так далее, и так далее. Но это делалось, наверное, по велению, я бы сказал, может быть, души даже. Появление в Сыктывкаре новых имен художников позволяет расширить диапазон книжной графики. Аркадий Мушев обращается к оформлению коми-фольклора. Хорошее знание старины коми помогает ему передать национальный колорит литературного произведения. Владимир Пуников предпочитает оформлять сказки и детские книги. В Ухте работали в основном художники графики. Вячеслав Кислов создает серию работ, повествующих о жизни северян, об их быте и труде. Анатолий Бухаров рассказывает в своих графических листах о тундре и ее людях. А Валерий Шустов отдает предпочтение пейзажу. В Инте начал работать акварелист Виталий Трофимов, оставшийся до сего дня единственным членом Союза художников в этом приполярном городе. Художественная жизнь Воркуты ожила с приездом талантливого скульптора, поэта Вениамина Смирнова. Он создал произведение, которое отличается ярко выраженной декоративностью и стилизацией. Сделали серьезную заявку на большой творческий потенциал скульпторы. Они ищут новые выразительные средства для создания цельных художественных образов. У тебя какая есть задумка? Какой ты бы хотела, чтобы в первую очередь поставили из твоих работ на площадь города? Какую? Я, во-первых, конечно, обратил бы даже не на площади, а на детский парк. Хорошо бы в более долговечных материалах поставить интересные скульптуры, где бы дети могли развлекаться. Причем, чтобы у них сил не хватило, то есть их разрушить и испортить. Это вот из хороших, добротных материалов. Ну, они, конечно, дорогие, это я понимаю, что сейчас в наше время это как бы нереально, но это в качестве пожелания.
70-х годов постоянным видом графики в экспозициях выставок становится эстамп, основателем которого стал выпускник графического отделения Художественного института имени Репина Павел Быстров. Он организовал в Сыктывкаре эстампную мастерскую. В ней занимался Виталий Рожин, который позднее становится акварелистом и художником декоративно-прикладного искусства. Вадим Краев остается преемником Быстрова и долгие годы работает в линогравюре. Он вошел в историю искусства Коми как мастер лирического, душевного пейзажа. Растет мастерство художников, заметны поиски более выразительных композиций, стремление усилить эмоциональное воздействие произведения на зрителя. Все реже художественные произведения носят характер документализма. В них стало больше образного мышления, философского осмысления действительности, появилось стремление к отражению национального характера. 70-е годы – пора расцвета коми-искусства. Теперь холсты стали насыщеннее цветом и свежи по колориту. Проявляется повышенный интерес к нелегкой, романтической работе современников, геологов, рыбаков Печоры, оленеводов Крайнего Севера. Интересна работа живописцев в области натюрморта. У каждого художника своя собственная манера письма. Традиционно романтическая, с добрым отношением к вещам и великолепным колористическим чутьем у Елены Ермолиной. Яркий, праздничный цветовой строй натюрмортов в Александре и Вячеслава Куликова. Прежде всего я занялся, как и все. Сразу стал писать шедевры, картины, портреты. Вот. Ну, а потом, значит, выставком четко мне сказал, что ничего не получается. Вот. Но я-то был внутренне уверен, что там я что-то там делаю. Но тем не менее, вот так перешел через самолюбие и понял, что надо все-таки свои сильные стороны развивать. Ну и вот тут получилась еще одна особенность. Вот этот вот северный пейзаж, вот северный интерьер с его предметами, он, видишь ли, вот аккумулирует в себе и традиции русского искусства, и традиции местного. Вот. К тому же вот это все, оно как-то ассоциировалось еще с такими, знаешь, приемами живописи, которые испокон века, в общем-то, вот в русском искусстве были. В 80-е годы – время художников нового поколения. Живописец Сергей Асташев написал пейзажи величественного Пайхоя, цветущей тундры и осеннего приполярного Урала. Геннадию Дмитриеву ближе природа северных деревень. А Анатолий Капотин отдает явное предпочтение портрету. Изобразительный язык живописцев индивидуален. Это удивительное цветоощущение у Вадима Кононова. Мягкое свечение света в небольших пейзажах Анатолия Пунигова. Работу Юрия Филипповского отличает фантазия и выдумка в выборе сюжета. Реалистические пейзажи Владимира Ермолина полны душевного состояния живописца. Признанным мастером акварели и пастели является Татьяна Васильева. Стремление к красоте, гармонии человеческого духа наполнены ее работы.
по большому счету, искусство, оно было и остается в России. Потому что, по-моему, что единственная страна в мире, которая живет душою. Вы много снимаете о художниках, о наших. И я думаю, что вы уже для себя отметили, что все мастерские заполнены произведениями. Этюдного характера, картинами. Вот. А когда я бывал в мастерских зарубежных художников, то мастерские пустые. Они только лишь показывали слайды тех картин, которые они написали. То есть они пишут для продажи. И вот и в этом даже отличается наше искусство, потому что художник в первую очередь пишет для себя и старается в любую картину вложить свою душу. В 90-е годы, время реформ и депрессии, вспоминаются строки стихов Анны Ахматовой. И на этом сквозняке исчезают мысли, чувства, даже вечное искусство нынче как-то налегке. Но и в это время художникам Республики Коми удалось сохранить свой творческий союз. Открываются новые выставки, появляются новые имена. Фарук, как ты считаешь, есть ли достойная смена среди молодых художников нашим художникам пожилым? Последняя выставка, вот, она показала, что, хотя и многие говорили, что нету, некого показывать, некому вставлять. Но вот это тем более такая выставка пилотная, очень сложная, и молодые ведь не верили, что они нужны. После этой выставки появились конкретные уже авторы, уже которым интерес есть, и как-то говорят, как-то странно, вот они появились. И это как бы факт, уже они есть, и тут уже, наверное, ничего не надо с ними-то и делать, просто помогать и принимать на наши выставки. Придет время, вот она, кто-то ошарашит нас, вот он есть, дождемся этого. Мне бы, конечно, хотелось выставляться почаще, чтобы проводились вот именно эти выставки молодежные. Потому что раньше, вот, насколько я помню, это было так довольно редко, но показывали вот старых наших мэтров большей части. Вот именно молодые художники, они задают какую-то новую тенденцию. Все интересно посмотреть, вообще поучиться друг у друга, конечно. То, что развивалось, то, что есть, это все очень большой пласт, и мы на этом на всем учимся. От этого никуда не уйдешь. И тем более в развитии Коми Республики это большой плюс существует, и просто мы дальше идем, отталкиваясь от них, мы идем дальше. Для современных художников, я думаю, нет никаких преград, то есть, чтобы рисовать, писать, показывать, пропагандировать свое искусство. Я думаю, сейчас очень должно процветать культура, искусство, живопись, в частности. Но я вообще не могу представить, что вот сейчас можно думать только о материальном. Я думаю, что искусство непременная составная нашего мира. То есть я не могу мыслить себя без искусства, и думаю, что вообще люди не должны ограничиваться только вот материальными заботами. Все равно нужно уделять своей жизни какое-то место искусству, иначе просто жизнь наша будет скучной, мы будем просто примитивными. Это будет просто не жизнь, а существование. Вот как художник молодой, ты определилась в своем пути или просто еще ищешь в поисках? Ну, я думаю, творческая личность должна быть в постоянном поиске. Я не думаю, что я определилась там в какой-то технике, в сюжете. Я постоянно ищу что-то новое. Наташа, скажи, пожалуйста, вот как ты представляешь свое будущее как художника? Ну, также продолжать работать, не выставляться. Главное — работать. Ты предпочитаешь что писать? Пейзажи, портреты, тематические? Предпочтение, что я пишу что-то одно. И сегодня хочу одно, завтра хочу другую.
Я люблю портреты, люблю натюрморты. Каждый жанр по-своему сложный. Ну, просто это все зависит от настроения. Сегодняшнего и завтрашнего все равно разное. В современном мире я совершенно не чувствую себя художником. Просто когда у меня есть время и желание, я пишу. То есть у меня нет амбиций каких-то как художника. Я не стремлюсь там выставляться или... Это как бы вот такое мое любимое занятие для души. А как себя человек ощущает в современном мире? Я думаю, что любой нормальный человек, он испытывает некоторый шок от той жизни, которая нас окружает, и как может пытается найти как бы себя в этой жизни. Потому что другого нам не дано, мы будем жить здесь, вот, детей растить, поэтому я думаю, что каких-то радужных таких мыслей у меня пока нет относительно своего будущего как художника. Но все-таки искусство помогает? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что иногда я смотрю на других людей, в какое отчаяние они могут впасть, а это занятие, которое, оно бесконечно, им можно заниматься всегда, и всегда найдешь что-то. Это бесконечность, в которой можно все время плыть, и как бы берегов не видно. Мне кажется, я в любом бы мире себя чувствовала тяжело. А почему? Почему? Потому что, художник такой человек, он трагичен, свое начало у него трагично. Если бы у меня не было вот этой трагедии в душе, то я бы просто не стала бы художником. Марина, скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь себя как художник в нашем современном обществе? Знаете что, я себя чувствую для начала как женщина хорошо, потому что я встретила человека, которого я полюбила, и вышла за него замуж. Я родила ребенка, поэтому как женщина, прежде всего, я чувствую себя хорошо. А от этого у меня уже прикладывается сюда и как художник. Я же живая, и везде это я, поэтому как женщине мне хорошо, мне как художнику тоже неплохо. Какое качество характера необходимо иметь молодому художнику в нынешнее время? Терпение, по-моему. Терпение и в чем-то даже, может быть, смирение. Потому что если этого нет, очень трудно вообще жить, не только в это время. Потому что, на мой взгляд, нет такого понятия современности или несовременности. По-моему, люди, что в другие эпохи они были такими, они, по-моему, такими и остались. И проблемы, они понятны. Почему, когда я читаю какого-то классика, который жил очень-очень давно, и мне он понятен, он для меня собеседник, а я живу сейчас, и тем не менее мы друг друга, я его понимаю, по-моему, человеческие проблемы, они остаются. Мой приятель, художник, прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи, а приятель не смог повернуть под команду вперед.